Вот скажите, эта мелодия настраивает только на хороший позитивный лад. Новый день, НВК Саха. Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами сегодня в студии. Иван Луцкан, и на календаре 22 мая, день недели среда. Кстати, это 142-й день года, а до Нового года осталось 223 дня. Ничего, подождем и отметим снова наступление нового 2020 года. Кстати, сегодня отмечается Николин день. Он связан с Днем Святого Николая и в честь прибытия мощей в итальянский город Бари. Кроме этого, в истории этот день обозначен еще интересными датами. Так, в 1769 году был отлит колокол для часов известной Спасской башни Московского Кремля. А в 1892 году доктор Вашингтон Шеффилд из Нью-Йорка запатентовал тюбик для зубной пасты, которым мы пользуемся каждое утро. Ну что ж, поговорим сейчас о погоде, и далее будет много чего интересного. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода ожидается следующая. Утром в Заречье было плюс 6, плюс 3, днем поднимется до плюс 11, плюс 17. В Заречье плюс 10, плюс 4 было утром, днем плюс 6, плюс 13. На юге прохладно было утром плюс 5, плюс 1, днем плюс 13, плюс 15. В Вилюйских Улусах плюс 9, плюс 7 было утром, днем тепло плюс 19, плюс 21. В Нижнеленских плюс 8, плюс 4 утром, днем плюс 15, плюс 16. На западе плюс 7, плюс 6 утром, днем 12, 20. В Колымо-Идигирских Улусах еще сохраняются отрицательные температуры. Плюс 7, минус 5 было утром, днем минус 1, плюс 16. В Янских плюс 6, 0 утром, днем плюс 5, плюс 12. На северо-западе плюс 10, минус 6, днем минус 2, плюс 16. Что касается Якутска, то в 6 часов утра температура воздуха была плюс 7 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 14, плюс 16, и будьте настороже, потому что, возможно, в конце дня пойдет небольшой дождь. Хотя вот с утра проснулся, солнышко светило, так хорошо было в Якутске, но все, погода может поменяться в течение дня буквально моментально. И дождик немножко, может быть, для кого-то испортит настроение, а может быть и для кого-то порадует, прибьет, допустим, городскую пыль. На днях были опубликованы тарифы на паромную переправу близ города Якутска. Они остались на уровне 2016 года. Будет работать там 11 паромов на линии Якутск-Нижний Бестях. А что касается линии Максоголовка-Чукац, то там будет работать 5 паромов. По предварительным прогнозам, река Лена в районе Якутска полностью очистится со льда уже вот после 20-х всех чисел. Ну а 25 мая планируется запустить первый паром. Подробности в нашем следующем сюжете. В Минтрансе республики перед открытием навигации традиционно обсудили вопросы организации паромных переправ. В совещании приняли участие перевозчики и представители муниципальных образований. По предварительным прогнозам, река Лена в районе Якутска очистится ото льда после 20-х числах мая. Открытие судоходной обстановки ожидается 25 мая. В данный момент перевозчики обустраивают причалы и завершают подготовку паромов к предстоящей навигации. По маршруту Якутск-Нижний Бестях будет задействовано 11 паромов. По грузовым перевозкам на линии Кангаласы-Сотицы 2 парома и на линии Максоголовка-Чукац 5 паромов. Как отметили в ведомстве, тарифы на паромную переправу остались на уровне 2016 года. Для взрослых пассажиров и детей старше 10 лет 122 рубля, для детей от 5 до 10 лет 62 рубля. Для грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности от 405 до 1660 рублей. Для легковых автомобилей в зависимости от условного веса от 340 до 1275 рублей. Средняя стоимость 1 тонны груза составит 340 рублей. В мессенджерах Якутии распространяется расписание паромов через реку Лену с тарифами. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства поясняют, что сообщение ложное. Навигация еще не открыта. Наталья Колесова, Александр Слепцов. Новый день.
Вот смотрю наш планшет с нашим WhatsApp номером 8 914 279 22 62. Туда можно только писать, звонить не надо. И вот одно из сообщений. Поздравляем Сашеньку Шамаеву с днем рождения. Будь счастливы и красиво. Филипповы и Шамаевы. Так что можете отправлять свои поздравления, новости, привет. Постараюсь зачитать их в прямом эфире нашего канала. Лето постепенно полностью вступает в свои права. Ну, в Якутске, к примеру, уже и листики появились, и цветочки цветут, и хорошо, и тепло стало, и плюсовая температура держится. А вот какие планы на лето у горожан и гостей столицы, пыталась выяснить наш корреспондент и получила интересный ответ. Лето – это когда внуки приезжают. С внуками будем лето вместе проводить. Идеальное лето, да? Это как отдых вместе с семьей. На даче, в деревне, у бабушки, с детьми проводить. Хорошо отдохнуть, встретиться с друзьями на даче, там, сидеть, улететь куда-нибудь отдохнуть. Главное, чтобы погода была хорошая. На работу, на вахту я поеду. Чтоб комаров меньше, наверное, было. В отпуск съездить, но денег нет, на пенсии. Вместе с семьей. Ну, так как я биолог, то у меня план этой экспедиции. Мы занимаемся с детьми, значит, для подготовки к шагу в будущее. Экологические экспедиции для, там, детские экологические лагеря. Вот. В этом году Сунтары. В прошлом году была Синяя, и ребята были с Верхоянска и с Барагонца. Погода хорошая, чтобы у нас не было дождей, потому что от этого очень сильно наша работа зависит. Сенокос. Собираюсь в отпуск. Если удастся, съезжу в санаторий. Если не удастся, то в деревню. Чтоб лето было, чтоб теплое, побольше солнечных дней хотелось бы. Но я хочу провести со своей семьей и с внуками. Читать, развивать хобби свое. Поедем в отпуск на море, навестим внуков, Санкт-Петербург. Ну и, в общем, отдых хороший. Всегда что-то ждем хорошего. Просто жить хорошо, как говорится, солнышко видишь и все, а что необычного. Продвижение, все вперед, вперед. Я, наверное, собираюсь писать книгу фэнтези. Я пишу. Каждое лето бывают какие-нибудь сюрпризы, но предпочитаю об этом не знать, пока это не наступит. На лето дача. Картошку, капусту, огурцы, помидоры. Все, по Якутии погулять. В республике с 2004 года отмечается 18 мая День подснежника. В этом году мы отметили этот праздник уже 15-й раз. Кстати, подснежник – это первый цветок, оживающий после долгой, суровой северной зимы. Но это мы привыкли его называть подснежник. На самом деле, вот те желтые цветы, которые растут у нас близ города Якутска, они называются прострел, желтеющие в данном случае. Но в Якутии растут много различных видов таких пострелов, более 5, как известно. Ну а тот, который растет у нас, это многолетнее травянистое растение с высотой от 10 до 50 сантиметров. Сейчас в разных социальных сетях, WhatsApp, мессенджерах и так далее мы видим фотографии расцветших этих цветов. И они прекрасно украшают любой праздник, если выезжаешь на природу. К этому дню было приурочено очень много разных мероприятий. Так, Дом дружбы народов имени Кулаковского подготовил свою программу. Какую, узнаем из нашего следующего сюжета. У каждого народа есть свои любимые цветы. В Якутии это подснежник, и его научное название – прострел. Первым цветам, растущим прямо из-под снега, не боясь морозов, посвящено много песен и стихов. А с 2004 года в республике празднуется День подснежника. Символу весны и стойкости посвятили мероприятие в Доме дружбы народов имени Кулаковского. И в честь данного цветка подснежника Министерство экологии ежегодно проводит конкурс «Подснежник в моем сердце». Данный конкурс направлен прежде всего на пропаганду подснежника, бережное отношение к нему и в целом к природе, к нашей хрупкой природе Севера. В этот день работала выставка Дворца детского творчества и мастер-класс по рисованию подснежников. У нас прострел имеет очень много оттенков. И эти оттенки очень трудно найти, очень трудно подобрать именно цвета. И вот мы сегодня имеем такое удовольствие рисовать с натуры разные виды наших прострелов.
красивое, очень невероятное, чудесное прямо растение. Я его очень люблю. Мои работы называются подснежники. Я сделала их из бисера и проволоки с помощью двух техник. Круговое плетение и пластиковое. То есть я брала клей и клеила туда бисер. Это, конечно, подснежник. Это наш самый прекрасный якутский цветок, который олицетворяет нежность, красоту, твердость характера. Ну а мы продолжаем тему, вообще связанную с природой, с подснежниками и вообще в целом с биологическим разнообразием нашей флоры и фауны, которая произрастает в Якутии не только, потому что сегодня отмечается Международный день сохранения биологического разнообразия. И тему мы продолжим с нашим гостем Романом Николаевичем Сметаниным, начальником управления биоресурсов и особо охраняемых территорий соответствующего департамента под ведомством Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос, что это за день, Международный день сохранения биологического разнообразия, и какова его, наверное, основная цель? Ага. Ну, этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, и целью этого мероприятия является обращение мирового сообщества к проблеме безвозвратного исчезновения видов флоры и фауны по всей планете Земля. А как у нас в Якутии обстоят дела вот с флорой и фауной? Какое количество вообще может быть видов? Так, флоры 6400, более видов. В основном это сосудистые растения, 2000 видов, 3000 видов лишайников, 800 пухов и где-то 450 грибов. Так, это флора, а фауна это подразделяет два основных типа. Это хордовые животные, это 503 вида, и основная масса это беспозвоночные, конечно же. Где-то 5600 видов получается. Но все равно это считается такое ниже среднего биоразнообразия, если взять, например, вот экваториальные экосистемы, например. Ну вот я как раз хотел спросить, да, вот если вот сравнивать Якутию с Дальневосточным федеральным округом, с другими субъектами Российской Федерации. Ну, считается, что беднее, потому что у нас условия более суровые. Но тем не менее, несмотря на эти суровые условия, у нас произрастает огромное количество и растений, и проживает огромное количество видов. Я даже успел посмотреть, вот когда мы общались до эфира, что у нас, по-моему, пресмыкающиеся есть, да, несколько видов, и земноводные. Земноводных, ну да, людям особенно интересно вот позвоночные животные. Это у нас 6 видов земноводных, 5 видов лягушек, 1 вид хвостатой амфибии, сибирского углозуба. Так, что еще у нас там? 2 вида пресмыкающихся, живородящая ящерица и змея, безногая гадюка, и 320 видов птиц. В основном позвоночные наземные представлены вот птицами, да, и 75 видов позвоночных, млекопитающих. Это именно животные. А вот непосредственно департамент, да, ваш занимается, я так понимаю, сохранением тех видов животных, которые не относятся к промысловым. Да. Вот как раз вот управление биологических ресурсов, мы занимаемся как раз таки животными, которые включены в Красную книгу, и восстановлением животных, которые некогда были, но они исчезли в силу каких-то причин. А вообще, я вот хочу рассказать, да, в чем заключается вот защита видов биологического разнообразия. Ну, проще говоря, это 3 основных направления. Это первое, это рациональное использование животных, которые еще не вне опасности. Это та же охота, регламентированная охота, да? Например, делается подсчет животных, из них
на основе вот научного анализа выделяется, сколько процентов из этой популяции можно изъять, например, вот оленей, да, посчитывается поголовье оленей на какой-то участке, и сколько-то процентов можно изъять. Выдаются лицензии и строго контролируется добыча, например. Это тоже вид защиты вот, диких животных, например, да. Второе направление – это сохранение уже тех видов, которые уже находятся на пороге исчезновения. То есть это малочисленные, эндемичные, то есть редкие животные, на данной которой территории находятся. И их надо защищать. Это как раз-таки вот эти цели преследует Красная книга. То есть такие животные выявляются, ну, тоже научно доказывается, и вводятся в список Красную книгу. И они уже находятся уже под защитой, их нельзя уже использовать ни в охоте, ни в сельском хозяйстве, никак вообще. То есть они вот их вообще не трогают, да, и защищают. И в этом направлении еще вот такое есть на территории, где находится вот исчезающий вид, да, ее могут сделать особо охраняемой природной территорией. То есть, если этот вид находится только на этой территории, там есть система своя, собирается, как сказать, данные все, да, данные, потом это все доказывается, и вот на этой территории образуется особо охраняемая природная территория. Да, особо охраняемая природная территория. Это один из видов, да, тоже сохранение вот, биоразнообразия получается. Третий вид, третье направление – это возвращение исчезнувших видов, которые некогда обитали вот на данной территории. Как раз таки это к этому направлению можно отнести вот реинтродукцию лесного бизона, овцебыка, например. Спасибо большое, Роман Николаевич, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи в вашей нелегкой работе по сохранению биологического разнообразия и поздравить всех ваших коллег. Но, наверное, это с вашим днем, с Международным днем сохранения биологического. Вообще это все вот должны вот, стараться, чтобы сохранить вот биологическое разнообразие, потому что это гарантия наше будущее. Да, устойчивого развития для будущих поколений. Спасибо. Но мы продолжаем наш эфир. Самое замечательное время для ребенка – это когда вместе с ним проводят время его близкие и родные. Найти семейное занятие не так сложно, но как же здорово, когда еще активно и времяпрепровождение. Семья становится настоящей командой, когда один за всех и все за одного. Как это было, узнаем из нашего следующего сюжета. Оживление, которое царило в спортивном зале, зашкаливало даже больше, чем на настоящих спортивных соревнованиях. Даже точно больше. Ведь в этих соревнованиях участвовали самые заинтересованные – ребенок, папа и мама. Второй год. Держим марку светлячки. Для ребенка это все-таки самое, наверное, необходимое, чем для родителей. Впрочем, если папа занят, это не помеха. С участием вполне справляется старший брат. Сначала, когда мне мама это сказала, то я сначала не понял, что вот, например, конкурс называется «Папа, мама, я». Я подумал, почему я, кажется, есть Света. Но потом мне мама сказала, что может даже с сыном прийти. И мне сразу стало интересно, естественно, как там что. Речь тоже сначала было трудно, но со временем более-менее так стало. Так часто нам не хватает времени для самого дорогого – семейного общения. Иногда и правда его нет, а порой нам кажется, что это лишнее. Но стоит начать и… Конечно, честно сказать, комфортнее было бы отказаться. Вот, например, наша семья здесь только ради нашего ребенка. Потому что, мне кажется, такие моменты для нее, у нас дочка, да, они будут запомниться ей надолго. Вот мы даже не знали, я сейчас посмотрела, она, оказывается, у меня очень быстро бегает. Я до этого даже этого не знала, вот, пока мы здесь не оказались. И еще хотела отметить, что вот мы готовили речевки, девизы. Это очень здорово сплочает, потому что мы там хором учились громко их читать. Но это тоже какое-то развлечение, досуг семейное.
Плюс ко всему у ребятишек закрепляется уверенность. Спорт – это круто. Ведь вместе с ним наравне самые дорогие люди. Папа у нас спортсмен. Как бы, чтобы от него не отставать, решили с сыном вместе поучаствовать. Чтобы он стремился, чтобы он уважал именно спорт, любовь, ну и как бы здоровый образ жизни. Идет сплочение семьи. Очень совместно, да, совместно бегают, друг другу помогают, поддерживают. К некоторым командам присоединились болельщики. Я считаю, что правда? Это же общение, во-первых, и для детей хорошо, и для них самих даже, для самих родителей, мне кажется, да? Это же вообще интересно. Я бы сама тоже пошла. Организаторы уверены, ребятишкам это на пользу. Семьи сплачиваются вокруг своего ребенка, да, они поддерживают своего ребенка, и вот именно в таких мероприятиях они воспитывают в них и здоровый образ жизни, и, значит, коллективизм, как бы, да, за семью они каждый выступают. Ну и, конечно, это здоровье, это спорт, это физкультура. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёпинск. Пора обратиться к нашему планшету. Передают привет. Всем поздравляют с Днем Святого Николая. Желают всем всего хорошего, благополучия, главное здоровья. С уважением, Галина Петровна, Элигетей, Титовое, село Тень-Гулю. А вот интересное поздравление. Поздравляют дорогого отца 7 детей и любимого дедушку, жителя Усть-Алданского района Прудецкого Николая Дмитриевича с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего. Мы тебя очень сильно любим, целуем, твои дети и внуки. Вот такое теплое поздравление. Немножко сводки о том, как проходит ледоход по Якутии. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Кобяйского и Намского района. По данным Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия, нижняя кромка ледохода на линии наблюдается в 50 километрах ниже поселка Сангар Кобяйского района. Уровень воды составляет 961 сантиметров, при критическом 1150. Наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка расположена у поселка Батамай Кобяйского района. Уровень воды составляет 956 сантиметров, при критическом на 1140. Редкий ледоход. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе поселка Промышленный Кобяйского района. Уровень воды составляет 1574 сантиметра. Критическая отметка не установлена, идет густой ледоход. Верхняя кромка находится в 30 километрах выше поселка Хатырык. Хамо Кобяйского района. Уровень воды составляет 1080. При критическом 1158. Наблюдается средний ледоход. На Колыме активная фаза проходит на территории Среднеколымского района. Уровень воды в Колыме поселка Зырянка составляет 573, при критическом 770. Но там еще остается пока подтопленным взлетно-посадочная полоса соответствующего аэропорта. Прервемся на короткую рекламу, далее продолжим. Так быстренько и продолжаем наш эфир. Сегодня 22 мая, день недели среда, отмечается по православному календарю Николин день. Было вообще принято считать, что в этот день надо обращать было внимание на погоду. И в целом вообще Николин день предвещал скорейшее потепление и переход от весны к полноценному лету. Особенно у нас в Якутии на этот день особо обращали внимание. Кстати, считалось, что в этот день надо никому не отказывать, особенно детям, стараться им дарить подарки, потом никому не делать зла, иначе твоя семья будет проклята на целых 7 лет. Вот такие есть народные поверья. Ну, давайте узнаем, какая погода будет сегодня в Николин день. Сегодня днем в центральных улусах ожидается плюс 11, плюс 17, Заречье плюс 6, плюс 13, на юге плюс 13, плюс 15, в Вилюйских улусах плюс 19, плюс 21, в Нижнеленских улусах плюс 15, плюс 16, на западе плюс 12, плюс 20, в Колымо-Дигерских улусах днем минус 1, плюс 16, в Янских улусах плюс 5, плюс 12, на северо-западе минус 2, плюс 16 градусов. Что касается города Якутска, то в 6 утра температура воздуха была на отметке плюс 7 градусов. Атмосферное давление было 746 миллиметров ртутного столба. Что касается
дня сегодняшнего, то будет ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха будет плюс 14, плюс 16, а в конце дня в Якутске ожидается небольшой дождь. Мы продолжаем наш эфир. Новые технологии активно входят в нашу жизнь, и создана интересная система под названием «Дом онлайн». Это централизованная система сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги. Очень удобно, когда благодаря одному порталу ты можешь оплатить и услуги водоканала, и услуги энергосбыта, а также услуги своих управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. Более подробно наш следующий сюжет. Главной целью системы является централизация начисления населению платы за оказываемые жилищно-коммунальные услуги, то есть введение начислений по единым правилам, утвержденным 354-м постановлением правительства Российской Федерации, по единым нормативам, утверждаемым Министерством, по тарифам, которые утверждает Госкомцэнерго Республики. Все это делалось для того, чтобы унифицировать процесс начисления, то есть привести это к единообразию с целью последующего использования в расчете меры социальной поддержки как раз таки по адресной субсидии на жилищно-коммунальные услуги для населения. Для населения разработан информационный портал электронной ЖКХ, который доступен по адресу dom.eyakutia.ru. Это информационный сервис, который предоставляет возможность ознакомиться с последними новостями в отрасли, которые происходят с нормативно-правовой базой, применяемой тоже в республике. Также есть личный кабинет на этом портале, в который можно зайти через учетную запись ЕСИА. В данном кабинете человек может ознакомиться со своими начислениями по своему лицевому счету, провести оплату, ввести показания приборов учета. Также там есть перенаправление на региональный портал государственных муниципальных услуг для подачи заявления на получение субсидии, адресной субсидии на школу. Через смартфоны возможно, но это посредством интернет-браузера, установленного на устройстве. То есть там есть мобильная версия портала. Если вы уезжали куда-то в отпуск или еще что-то, или просто не было возможности занести показания приборов учета, передать их в управляющую компанию, то есть возможность ввести показания приборов учета. Эти показания попадают в подсистему, где ведется начисление, биллинговый центр. И в следующем месяце начисление уже будет сделано с учетом актуальных введенных показаний, и делать себе расчет. А мы продолжаем наш эфир. Вообще тема активного долголетия сейчас активно муссируется в различных средствах массовой информации. Она обсуждается в социальных сетях. Мы видим, как активно наши люди пенсионного возраста, предпенсионного возраста активно занимаются образом жизни, здоровым образом жизни, спортом и многое другое. Главное, чтобы продлить нашу жизнь. О том, как это сделать, мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Матвей Иванович Лыткин, он наш активный общественник, лидер общественного движения «Трезвая Якутия», и человеком от науки, доктором медицинских наук, директором ЕНЦ комплексных медицинских проблем Анной Николаевной Романовой. Доброе утро. Доброе утро. У нас тема связана в первую очередь с той конференцией, которая пройдет завтра, 23 мая, и она как раз мы видим на баннере, будет связана с долголетием именно в условиях вечной мерзлоты. Анна Николаевна, что будут обсуждать на этой конференции? Кого из гостей мы ждем, возможно, из Якутии? Якутский научный центр комплексных медицинских проблем совместно с Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета, Министерством здравоохранения республики и Сибирским отделением Российской академии наук впервые проводит межрегиональную научно-практическую конференцию «Долголетие в условиях вечной мерзлоты. Актуальные проблемы и пути достижения активного долголетия». Название конференции говорит само за себя, и тема конференции, несомненно, актуальна, поскольку
поскольку в нашей стране, как и во всем мире, растет число пожилых лиц, и вопросы обеспечения здорового старения, обеспечения активного долголетия является государственной задачей, и в связи с этим создан федеральный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». И рядом исследователей было показано, что основным фактором активного долголетия является поведенческий фактор. То есть это физическая активность долгожителя, сбалансированность питания, высокая трудовая активность, вовлеченность в общественную жизнь, целеустремленность, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек и социальные факторы. И в нашей республике проживает 987 долгожителей в возрасте старше 90 лет. Из них старше 100 лет это 36 человек. Из них в городе Якутске проживает 426 долгожителей. Из них в возрасте старше 100 лет это 22 человека. А вот что касается самой конференции, да, кого вы приглашаете, возможно, к участию и где она непосредственно будет проходить? В рамках конференции проведут доклады ведущие специалисты в области изучения вопросов старения и активного долголетия. Примут участие главные специалисты Министерства здравоохранения. Это главный внештатный гериатр Татарина Ольга Викторовна, главный внештатный невролог Республики Николаева Татьяна Яковлевна. Примут участие клиницисты, генетики, психологи, социологи и также представители общественных организаций, включая Матвея Ивановича Лыткина. Конференция состоится 23 мая, завтра, в культурном центре «Сергелярские огни». И мы приглашаем уважаемых коллег, всех желающих принять активное участие в работе конференции. Приходите, будет интересно. И нами также выпущен сборник тезисов конференции, который включен в базу данных РИНС. И в рамках конференции также пройдет выставка. Примут участие как общественные организации, так и ученые. И будет в рамках конференции проведен конкурс молодых ученых в области изучения активного долголетия. Матвей Иванович, вот как раз об общественной роли, да, общественных организаций и одно из движений, которое вы представляете. Вы вообще в чем видите основную проблему вот, долголетия якутян? Что нужно, наверное, сделать с точки зрения общественности, чтобы повысить уровень жизни и возраста? Я соглашусь, что действительно вопрос очень актуальный, особенно в свете майских указов президента страны, где говорится о увеличении средней продолжительности жизни населения. Да? Но, к сожалению, среди причин, которые не позволяют этого добиться, есть такой фактор, как вредные привычки, а именно алкоголизация населения. Сегодня этот вопрос стоит очень остро, и мы связываем это с внешним фактором, который на сегодня в нашей республике люди умирают в большинстве случаев, 35% это от внешних факторов, где присутствие алкоголя очевидно. Да? Поэтому тем больше снижение употребления алкоголя, тем больше и быстрее и эффективнее мы достигнем тех поставленных целей, которые сегодня ставит руководство республики и всей страны. И еще добавлю, что министр здравоохранения Российской Федерации сегодня говорит о том, что 70% мужчин трудоспособного возраста сегодня умирает так или иначе по причине употребления алкоголя. Поэтому эта конференция действительно коснется и этих вопросов. Мы тоже скажем свое мнение. 20-летний опыт Республики Саха-Якутия, который является тоже одним из передовых Российской Федерации. 188 сел, население, жители сами отказались от продажи алкоголя. Это тоже о чем-то говорит. Ну и, безусловно, двигательная активность, образ жизни. Вот сегодня я могу сказать, все население, телезрители, все согласны с тем, что утренняя зарядка полезна. А кто сегодня сделал его? Вот здесь большая разница, и такие мероприятия должны проводиться очень системно, очень регулярно. Вы популяризатор еще и активной скандинавской ходьбы. Я смотрю, количество участников. Да, я вижу, как люди меняются, люди не только физически, да, но и образ жизни, мысли. Действительно, как говорит Всемирная организация здравоохранения, здоровье человека во многом зависит от образа жизни, а не от количества больниц или чего-то там, второстепенного. Да.
вот образ жизни. Каждый человек берет свое здоровье в свои руки. Это очень важно. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Хочется еще раз пригласить всех коллег, возможно, тех, кто интересуется, общественной организации на конференцию «Долголетие в условиях вечной мерзлоты. Актуальные проблемы и пути достижения активного долголетия», которая, напомню, пройдет завтра в культурном центре Сергеевские огни, КЦ СВФУ. Но хочется коллегам пожелать удачи, потому что эта тема действительно очень важная, нужная, чтобы доклады были интересны и были, в конце концов, претворены в жизнь те исследования, которые будут озвучены. Буквально прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я же с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вам сегодняшнего дня, 22 мая, среда. Пока-пока.